أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاة، فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب. إن الحمد لله. Поистине хвала принадлежит одному лишь Аллаху. Его я восхваляю, и у Него прошу прощения и помощи. К Нему мы прибегаем от зла наших душ и дурных поступков. Кого Аллах ведет прямым путем, того никто не собьет с этого пути. А кого Он вводит в заблуждение, того никто не выведет на прямой путь. И я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Один Он, и нет у Него сотоварища. И я также свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник. Да благословит Его Аллах и приветствует. О Аллах, благослови Мухаммада, семейство Мухаммада, так же, как Ты благословил Ибрахима и семейство Ибрахима. Поистине Ты достойный похвалы славный. О Аллах, пошли благословение, продолжай возвышать и оказывать честь Мухаммаду, семейству Мухаммада, так же, как Ты послал их Ибрахиму и семейству Ибрахима. Поистине Ты достойный похвалы славный. О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным страхом к Нему, и не умирайте иначе, как будучи мусульманами. О люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одной души и сотворил ей из нее пару, а от них распространил много мужчин и женщин. И бойтесь Аллаха, которым вы упрашиваете друг друга, и не порывайте родственных связей. Поистине Аллах над вами надсмотрщик. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите слово правое. Тогда Он исправит для вас ваши дела. Говорите же слово правое. Тогда Он исправит для вас ваши дела. Простит вам ваши грехи. А кто повиновался Аллаху и Его посланнику, тот уже получил великую прибыль. А затем, поистине самая правдивая речь — это речь Аллаха, свят Он и велик. А самый правильный путь — это путь Мухаммада, да благословит Его Аллах и приветствует. Самые же плохие дела — это нововведение. Каждое нововведение — это ересь. Каждая ересь — это заблуждение, а каждое заблуждение в огне. А затем, братья, клянусь Творцом зерна и Создателем человека, что я люблю вас ради Аллаха. И я прошу Аллаха, свят Он и велик, чтобы Он собрал нас посредством этой любви в тени Своего трона, в день, когда будет только Его тень. О Аллах, сделай наши дела благородными, сделай их для лика Твоего искренними, не оставляй ничего никому помимо себя. О братья, каковы ваши отношения с Аллахом? Каково отношение ваших сердец с Аллахом? О Аллах, исправь наши сердца. Направь их на правильный путь. Очисти их. Освети наши сердца. Укрепи наши сердца на исламе. О Аллах, сделай веру любимой нам. Украси ее наши сердца. О Аллах, изменяющие сердца и взоры, укрепи наши сердца на Твоей религии. Братья, мы продолжаем искать легкий, близкий и крепкий путь в рай. О Аллах, сделай нас обитателями рая. В прошлой проповеди мы упомянули, для чего был создан рай. Зачем же рай? Для того, чтобы отдохнуть от бремени этой мирской жизни. О Аллах, даруй нам рай. Тот рай, где истинное счастье, совершенный отдых, где радость глаз от лицезрения лика Аллаха. О Аллах, даруй нам рай, где общество пророков и посланников, где общество благоверных людей, где Ты избавляешься от злости и ненависти,
О Аллах, сделай нас из числа обитателей рая. В прошлый раз мы упомянули, что легким путем в рай является душевная чистота мусульман. О Аллах, очисти наши сердца. Ты ложишься каждую ночь, и в душе у тебя нет ни злости, ни зависти, ни ненависти, ни отвращения ни к кому из мусульман. О Аллах, мы просим у Тебя чистоту душ и сердец. А сейчас, в сегодняшней проповеди, давайте искать другой путь, который также является легким и простым. Это благие нравы. О Аллах, сделай наши нравы благими. О брат, если ты посмотришь на реальность, на эту ужасную и горькую реальность, в которой живут мусульмане, то ты увидишь гордость. Многие мусульмане гордятся качествами и нравами неверующих, их пунктуальностью, выполнением обещаний, правдивостью, совершенствованию работы и так далее и тому подобное. Но ведь мы более достойны этой гордости. Ведь мы приверженцы этих качеств. Эти качества являются нашими качествами. Разве посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не сказал: «Поистине я ниспослан для усовершенствования ваших нравов»? Многие мусульмане занимаются сегодня тем, что упоминают недостатки других мусульман. И им это нравится. И очень удивительно, когда ты видишь, как в обществе мусульман хвалят неверующих, а мусульман порицают. Братья, сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, из-за недостатка в нем самом он обвиняет мусульман. Из-за недостатка в нем самом он обвиняет мусульман. Этот недостаток в нем самом. Вы мне скажете: «О, шейх, но ведь это реальность». А я спрошу тебя, а являешься ли ты внимательным и заботливым? Какое место в твоей жизни занимает стыдливость? А ты? Какое место в твоей жизни занимает щедрость? А ты? Какое место в твоей жизни занимает честность и преданность? А ты? Отвечаешь ли ты добром на зло? А ты? Каждый сейчас скажет: что касается меня, то хвала Аллаху. А с кого же нам тогда спрашивать? Кто же тогда жалуется? И что самое главное, на кого? Каждый думает из людей, что его характер и качества хорошие. И так думают многие люди. А кто же тогда плохой? Это все люди вокруг тебя, что ли? Он, она. Но ведь это всего лишь причина, чтобы увильнуть. Как сказал Аль-Мутаннаби по этому поводу, также желая уйти от темы из-за недостатка несправедливости по отношению к другим, он сказал: недостаток свойственен душам, и если ты увидишь обладателя чести, то из-за чести в нем недостаток несправедливости. Недостаток свойственен душам. И если ты увидишь обладателя чести, то из-за чести он не совершает несправедливости. Он сказал, что это из-за недостатка. Но мы же не говорим, что это из-за недостатка, потому что Аллах не любит несправедливости и несправедливых. О Аллах, мы прибегаем к Тебе от несправедливости и несправедливых людей. Братья, благонравие — это основа нашей религии. Аллах, свят Он и велик, сказал: прощай, повелевай благое и отвернись от невежественных. Также посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, самые любимые создания Аллаху — это достойные и благонравные люди». Где же твой нрав, о мусульманин? Оглядываясь, давайте посмотрим, где же почитание соседа? Где уважение к гостям? Где сострадание к слабому? Где же ответ на зло добром? Где же исполнение обещаний? Стыд, терпение, щедрость, храбрость? Где все это? Все они ушли по причине недостатка. Разве ты не видишь? Взгляни на себя. Ты живешь в волчьей стае, где сильный пожирает слабого и уничтожает его, тем самым больше укрепляясь против слабых. Этот суровый и очерненный взгляд на нашу действительность, как зло, распространилось на языках и в глазах людей. Все смотрят друг на друга, как на изменника, труса, вора, мошенника, лжеца. Так в ком же причина? А причина она в том, кто смотрит этим больным взглядом. Изменник думает, что все люди вокруг изменники. Поэтому изменник, который ходит с какой-то женщиной, разговаривает с ней, всегда сомневается в своей жене, подозревая ее, потому что он сомневается в своем друге, потому что он сам изменник, и думает, что все люди такие же, как и он. Лжец не верит никому, считая, что все люди подобны ему. А разве посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не сказал: верующий, если он говорит, то говорит правду. А когда говорят ему, то он верит, потому что он сам правдивый и верит людям. Но иногда бывает так, что некоторым хорошим людям говорят: ну неужели ты думаешь, что все люди такие же хорошие, как и ты? Потому что хороший человек думает, что все люди хорошие. Хороший человек думает, что все люди хорошие. А изменник думает, что все люди изменяют. А лгун считает всех людей лжецами. У арабов есть такая поговорка: если одна женщина совершила прелюбодеяние, она хочет, чтобы все женщины совершили его. Она смотрит на других женщин таким же взглядом, как и на саму себя. То есть она считает других женщин подобной себе. Братья мои, если мы хотим стать лучше, изменить качество и нравы общества, то мы должны придерживаться следующих правил. Первое — это хорошо думать о мусульманах. И пусть каждый начнет с себя, проявляя такие качества, как достоинство, правдивость, не врать никому и никогда, надежность, не изменять и быть верным, хранить добро всех тех, кто хорошо относился к тебе. И пусть каждый из нас придерживается этого. Ты, и он, и она. Пусть каждый из нас желает про себя и для себя проявление этих качеств. Даже если все люди изменят ему, даже если все люди навредят ему, даже если все люди будут обвинять его. Ведь основа благонравия — это когда ты общаешься с людьми и не обращаешь внимания на себя. Первое — начни с самого себя. Второе — будь хорошего мнения о мусульманах. И третье — будь искренним.
Братья, сейчас я начинаю с чистого листа, стараясь полностью отвернуться от отрицательных качеств некоторых мусульман. Это реальность, и вы лучше меня знаете это. Так что оставим это. А сейчас пункт, как мне исправиться и сделать свои качества лучше. О Аллах, улучши наши нравы. Первое. Это нужно начинать с самого себя, не обращая внимания на других и не отвлекаясь на них. Второе. Быть хорошего мнения о других мусульманах. Третье. Это искренность. О Аллах, надели нас искренностью и сделай нас в числе ее обладателей. Искренность велика. Искренность — это совершение деяний без ожидания возмездности, вознаграждения ни от кого, кроме как от Аллаха. Ты хорошо обходишься с людьми не для того, чтобы они хорошо обходились с тобой, а из-за того, что Аллах повелел тебе это, и ожидаешь награды только от Аллаха. Мы в это материальное, странное время, в котором люди живут ради материальных ценностей и своих интересов, я скажу, соверши что-нибудь один раз, хотя бы ради Аллаха. Один раз. Ради лика Аллаха. Один человек сказал своей жене: «Всякий раз, когда я хорошо отношусь к тебе, ты плохо относишься со мной». А она ему ответила: «А разве ты относишься ко мне хорошо для того, чтобы я хорошо относилась к тебе? А где же искренность ради Аллаха?» Каждый, совершая что-то, ожидает ответа, взаимности. Он уважает человека, почитает его в ожидании взаимности, что тот человек будет благодарить его, служить ему, возвеличивать его, оказывать уважение, хвалить, и ждет, что тот при каждой встрече будет целовать его руки и ноги. Удивительно, не так ли? Брат, совершай все ради Аллаха. Искренность — это хорошее отношение к людям, даже если они плохо относятся к тебе. Прояви снисходительность, вели творить добро и отвернись от невежд. О, Джибриль, что повелевает мне мой Господь? Как приводится в достоверном хадисе, не разрывай отношения с тем, кто разрушил их с тобой, и давай тому, кто отказал тебе. Прощай того, кто несправедлив к тебе. Поддерживай родственные отношения с теми, кто разрывает их. Брат, когда ты в последний раз навещал своих родственников, навещал свою тетю, двоюродного брата, дедушку, бабушку? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не тот поддерживает узы родства, кто отвечает тем же. Поддерживает их тот, кто держит связь с родственниками, и после того, как они прерывают эти узы. Не тот поддерживает родственные отношения, кто живет так: навещаешь ты, навещаю я. Если ты разрушишь отношения, то их разрушу и я». Это не религия. Религия, если порывают родственные узы, а ты стараешься поддерживать их, даже если они порывают узы, наносят вред, несправедливы, поносят тебя и ругают, ты все равно продолжаешь поддерживать эти узы. Уважать и помогать тому, кто отказывает тебе. Прощать того, кто был несправедлив к тебе. Это и есть искренность. Искренность — это не значит взаимность или совершение благого дела в ожидании благодарности. Послушай меня. Ты несчастный. Как часто ты совершаешь поступки по отношению к кому-то и смотришь на него в ожидании благодарности, признательности. Ты хочешь почувствовать, что тот, кому ты помог, радуется тому, что ты ему дал. И ты хочешь в тот же час получить плату. Но если ты получишь ее, то потом ты потеряешь ее тогда, когда ты будешь больше всего нуждаться в ней. О Аллах, улучши наши нравы. Второй же путь для улучшения наших нравов, дорогие мои братья, является поиск любви к Аллаху.
Неужели ты не хочешь, чтобы любил тебя твой Господь? Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Самые любимые рабы Аллаха — это обладатели благих нравов». Также это значит быть вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, самый дорогой мне и самый близкий от меня человек в судный день — это обладатель прекрасных нравов». Насколько же тяжело мне слышать слова моего Господа. Это самые действительные и правдивые слова. Слова моего Господа. В день, когда Аллах не опозорит пророка и тех, кто уверовали вместе с ним. В день, когда Аллах не опозорит пророка и тех, кто уверовали вместе с ним. Вместе с ним. В судный день. В трудный день. В день воскрешения. Ты увидишь людей, как будто бы они пьяные. Но они не пьяны. А это сильное наказание от Аллаха. В день воскресения Аллах рассердится так, как не сердился никогда, и никогда не рассердится больше. И в пучине этого гнева, в пучине этой печали, мусульманин будет нуждаться в плече, на которое он мог бы опереться, в твердой руке, на которую он мог бы положиться в облегчении, как если бы он увидел пророка. А ты с ним? Будешь ли ты с ним? Поистине, самый любимый и близкий ко мне в судный день он не сказал с хорошим нравом, а сказал с наилучшим нравом, прекрасным нравом из вас. Будешь ли ты с ним? Являются ли твои нравы наилучшими? В день, когда Аллах не опозорит пророка и тех, кто с ним, я хотел бы, чтобы вы, мои братья, сейчас засвидетельствовали Аллаху свое покаяние от плохого характера и нрава, с намерением быть вместе с посланником Аллаха. Кайся от лжи и вранья. Покайся от измены и предательства. Покайся. Покайся от плохих качеств. Затем мы улучшим наши качества, характер, в надежде быть в высоком месте в раю. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я главный в доме на самом верху рая для тех, у кого прекрасные нравы. Я главный в доме на самом верху рая для тех, у кого прекрасные нравы. Затем улучшим наши нравы, исправим нашу оплошность и невнимательность». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Человек из-за хорошего нрава достигает уровня постящегося и выстающего намаз.
Порой проходят недели, а ты ни разу не постился. Проходят месяцы, а ты ни разу не вставал на ночной намаз. Хороший нрав побуждает ко всему этому. Также мы хотим улучшить наши нравы и качества, чтобы быть вместе с правдивыми, мучениками, благородными людьми. И насколько же прекрасно это совместное прибытие. Это основная причина, которая толкает тебя улучшать свои нравы. Примеров тому, что мы упомянули, десятки. Но остается вопрос, кто я по своей натуре, характеру, злобный. Одни люди по своему характеру, натуре дикие, другие вспыльчивые и не имеют терпения. Как? Как же нам изменить это положение? Я не хочу видеть того, кто нанес мне вред. Как же мне справиться с этим? Первое — это мольба. Мольба посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, была таковой: «О Аллах, направь меня к хорошим нравам и деяниям. Никто, кроме Тебя, не направит к лучшему. Отдали меня от плохих качеств. Никто, кроме Тебя, не отдаляет от дурных качеств». Придерживайся этой мольбы с убежденностью, что если она правильна, Аллах внемлет и ответит на твою мольбу. О Аллах, направь нас на благородные дела и нравы. Отдали от нас дурные нравы и дела. Часто читая эту мольбу для улучшения своего характера, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда смотрел в зеркало, говорил: «Так же, как ты сделал прекрасным мой облик, сделай прекрасным и мой характер». И кто это говорил? Лучший из людей. Второе, то, что следует за мольбой, это критическое отношение к самому себе. Не говори: «Хвала Аллаху, эта проповедь не для меня. Мой характер очень хороший». Нет. Ты должен критически относиться к самому себе. Признайся, что характер плохой. Прислушайся к тому, что говорят твои враги и завистники. Ты мне скажешь: «Но ведь они завидуют мне. Но неужели все вокруг тебя завистники?» Признайся и слушай тех, кто тебя не любит. Слушай то, в чем они тебя обвиняют. Упрочься. Исправь свои ошибки ради Аллаха. Ради Аллаха. Будь всегда в очищении. В очищении перед украшением. Аллах, свят Он и велик, сказал: «Клянусь душой и тем, кто придал ей совершенный облик и внушил ей порочность и богобоязненность. Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто скрыл ее». Каждая душа имеет то, что очищает ее и наносит урон. Преуспевающие, они всегда очищающиеся. Очищение — его основной принцип избавления до упрашивания. Необходимо очистить душу. Очисти себя, начиная с высокомерия и гордости. Гордый человек, нет у него сердца. Наш Господь говорит самые правдивые слова. Если у них в сердцах только гордость, они не достигнут Его. Прибегай к Аллаху, скажи «Аузу билля». Давай толкование словам Всевышнего, и если у них в сердцах только гордость. Ученые сказали, сукунированный нун за ним «илля» указывает на ограничение.
Краткость, как будто бы в их груди нет сердца, а вместо этого только гордость. В их сердцах только гордость. Поэтому ты видишь высокомерного и гордого человека с жестоким сердцем, суровым, упрямым, который не знает милости и высокомерен. Первое — очищение. Избавься от гордости в сердце. Насколько же ужасны и пугают меня слова посланника Аллаха, да благословит Аллах его и приветствует: не войдет в рай тот, у кого гордость в сердце хотя бы на вес пылинки. Обезопасен ли ты? Застрахован? Можешь сказать, что в груди у тебя нет гордости на вес пылинки? Ты уверен? Обезопасил ли ты себя от этого? Да? Тогда дело очень серьезно и нуждается в рассмотрении, чтобы извлечь из груди пылинки гордости. О Аллах, очисти наши сердца. О Аллах, мы прибегаем к Тебе от гордости. Не делай нас из числа горделивых. О Аллах, одари нас и наполни наши сердца скромностью. Гордость, высокомерие — это первое, что мешает тебе иметь хороший нрав. Ты слишком горделив и высокомерен, чтобы прислушаться к совету. Твоя гордость не дает тебе прислушаться к совету, не дает тебе хорошо относиться к тому, кто нанес тебе вред. Ты слишком горд, чтобы отвернуться от плохого нрава, ошибок, грехов, которые в тебе самом. Начни сначала для улучшения своих нравов, с избавления в душе от гордости. Старайся и тренируй себя быть скромным. Свят великий Аллах. Во время хаджа Тарвия — это школа. Школа хаджа, нет ей ничего подобного в исламе, не говоря о других видах поклонения. Это тренировка скромности, когда каждый постриг свою голову, снял обувь. Чем он отличается от других? Надевая такую же одежду, подобную савану, рида и изар, он стригет голову, снимает обувь, встает среди таких же людей, как и он сам, говорит такие же слова, как говорят и они. «О Аллах, вот я перед тобой». Взывает, так же, как взывают другие. Нет божества, кроме Аллаха, которому нет сотоварища. Ему принадлежит власть и хвала, Он всемогущ. Это и есть практическая тренировка. Быть среди людей таким же, как и люди. Те, которые отличаются своей одеждой, отличаются своим внешним видом, отличаются от людей по разговору. Разве их сердца в безопасности от гордости, высокомерия и возвышения над другими? О Аллах, направь наши сердца на правильный путь. Если мы хотим начать, то мы должны просить помощи у Аллаха, изменить наш характер и читать постоянно дуа. О Аллах, исправь и улучши наши нравы. Затем начать очищение, начать с мягкости, чтобы избавиться от дурного и плохого, и приобрести хорошие качества. Учись быть скромным. Учись быть щедрым. Учись быть стыдливым. Учись и терпи. Проявляй терпение. Свят великий Аллах. Приводится, что халиф Маамун сидел в совете для вынесения какого-то решения. Захотел воды и позвал своего слугу.
«О юноша! О юноша!» Но тот не отвечал, хотя и был слугой. Халиф сидит в совете, вокруг него амиры, министры. Он крикнул: «О юноша!» Вошел слуга, разводя руками и выражая свое недовольство. Он сказал: «О юноша, о юноша, о юноша! Я что, не должен есть или пить, что ли?» Он кричит в лицо халифу, размахивая руками. Халиф отпустил голову на некоторое время, а затем, подняв ее, сказал: «Если нрав человека хорош, то плохим становится нрав его слуг. А если нрав человека плохой, то хорошим будет нрав слуги. Мы не можем быть плохими качествами, чтобы качества слуг были хорошими». И это то, что на самом деле происходит сегодня. Да будет Аллах милостлив к Маамуну. Если нрав человека плохой, то характер слуг хороший. Ты видишь работодателя, хозяина дома со слугами. И если у него плохой характер, он злой, грубый, ругает, бьет, повышает свой голос, кричит, то слуги его, как часы, очень внимательны и воспитаны. А если же человек благородный, прощающий, нежный, скромный, то слуги берут над ним верх, что даже иногда спрашивают: «Это кто же у кого служит? Кто кому служит?» Однако мы не можем быть с плохим характером, чтобы нрав слуг был хорошим. Не можем. Запомни. Пусть это будет как правило. Далее в рассказе приводится: все стали кричать халифу: «Неужели ты не убьешь его или не выгонишь?» То есть, когда он вошел к халифу с криком, все ждали, что он скажет: «Отрубите ему голову». А если ты его не убиваешь, то хотя бы выгони. Он сказал: «Нет, я учусь посредством него проявлять терпение над трудностями». Это и есть тренировка на терпение, чтобы ты не терпел, проявлял настойчивость. Терпи это долго. Потому что наша жизнь в этой среде, среди этих людей, раздражает, возбуждает нервы. Ты нуждаешься в успокоении, нежности, чтобы жить так. Затем, мои братья, после перерыва рассмотрим два других пункта об улучшении нравов. О Аллах, улучши наши нравы. Поистине хвала Аллаху. Его я восхваляю, у Него прошу помощи и направления на правильный путь. Я верю в Него и надеюсь на Него. Восхваляю Его и благодарю Его. И не отрицаю Его блаженство. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища. А также свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник. О Аллах, благослови Мухаммада, его жен, потомство, его родство, так же, как Ты благословил Ибрахима и его семейство. Поистине, Ты хвалимый, славный. Братья, благие нравы — это легкий путь в рай. Приводится достоверный хадис от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, что он сказал: «Заселение ваших домов, ваше долголетие из-за поддержания родственных уз, добрососедства и благонравия. Плохой,
Дурной нрав – это дорога к саморазрушению, разрушению домов, разрыву отношений. Мы сейчас накануне нового лунного года хиджры. И сейчас необходимо, чтобы основой этого общества не стали люди, разрывающие отношения и отталкивающие друг друга. Потому что вместе с этим они отталкивают и государство из-за явных и плохих качеств в своих отношениях. Не настало ли время для уммы вернуться к своим нравам? Когда мы говорим для уммы, то имеем в виду, что нужно начинать с людей, которые обладают верой, которых любит Аллах и Его посланник, которые хотят, чтобы Аллах любил их, и хотят быть вместе с посланником Аллаха в судный день. О умма, исламская умма, вернись к своим нравам. Сказали ученые, вся религия — это нрав. Кто помог тебе улучшить нрав, он поможет тебе улучшить и твою религию. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: лучшие друзья перед Аллахом, которые хорошо относились друг к другу. Лучшие соседи — это те, которые хорошо относились друг к другу. Кто из вас лучший друг своему соседу? Кто из вас лучший по отношению к своим родственникам? Кто из вас лучший к друзьям? Отношения превратились в «отдай-возьми». А где же закономерность в отношениях? Где благодеяние? Где благодарность? Поэтому есть третий пункт. После дуа и очищения это не обращать внимания на людей. В основе достижения довольства Аллаха, если ты работаешь с людьми, то не обращай внимания на себя. Если все твои поступки ради Аллаха, тогда не обращай внимания на людей. Когда общаешься с людьми, не говори: ты знаешь, кто я такой? Ты знаешь, с кем ты говоришь? Ты знаешь, чей я сын? Ты знаешь, насколько я старше тебя? Ты ничего не стоишь. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, научил тебя, сказав: никого не введут в рай его деяния. Спросили: даже тебя? Он ответил: даже меня. Или, как он сказал Аише: к тебе пришел твой шайтан. Она сказала: и даже у тебя он есть? Он ответил: даже у меня. Не обходись с ними, как шейх. Из-за этого начинается взаимная неприязнь мусульман, из-за слишком ревностно относящихся к религии. Так как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О люди, поистине среди вас есть отталкивающие». Сегодня, если сын становится религиозным, то он возвеличивается над своим отцом и матерью, смотрит на них, как на неверующих, распутных и грешных людей, переставая замечать самого себя. Смотри на людей с милосердием. Милосердие — это сострадание, сочувствие чужим ошибкам, сострадание над необразованностью невежд. Аллах, свят Он и велик, сказал: «Отвернись от невежественных». Рабы Господа, которые ходят по этой земле, когда к ним обращаются невежественные, то они говорят с ними с миром. Это напоминает мне случай с имамом Ахмадом, да помилует его Аллах, когда он пошел навестить Абдур-Разака, одного из ученых Йемена, то начался сильный дождь, словно из ведра, и он остался в мечети. После ночного намаза ему сказали: «Выходи, мы хотим закрыть дверь». Он сказал: «Это дом Аллаха, а я раб Аллаха. Оставьте меня переночевать здесь. Я не знаю, куда мне пойти». Ему сказали: «Выходи, а то мы возьмем тебя за ноги и выкинем на улицу». И он им не сказал: «Я же имам Ахмад. Вы что, не знаете меня?»
Они ему сказали: выходи, а то мы возьмем тебя за ноги и выкинем. На что он им ответил: мир вам. Он понял, что разговаривать с невеждами, и сказал: мир вам, и вышел. И вышел. Один из братьев сказал: мы сегодня очень нуждаемся в том, чтобы воспитывать себя, учиться скромности. В основе благонравия лежит то, что мы хорошо думаем о других. В основе благонравия лежит то, что мы хорошо думаем о других и критически относимся к самому себе. На сегодняшний же день все наоборот. Человек хорошего мнения о себе и плохого мнения о других. Ты должен хорошо думать о мусульманах. Это основополагающий принцип в сфере взаимоотношений. О, братья, я люблю вас ради Аллаха и хочу вам дать хороший совет. Улучшайте свои нравы. Волшебный ключ к сердцам — это благие нравы. Аллах сказал: по милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. А ведь если бы ты был грубым и жестокосердечным, то они непременно покинули бы тебя. Также он сказал: вам явился посланник из вас самих. Для него тяжело то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен и милосерден к верующим. Обучайтесь милосердию, состраданию к людям. Учитесь нежности, скромности. Старайтесь придерживаться этих качеств и перенимайте их. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, завещал Муазу ибн Джабалю, да будет доволен им Аллах, когда отправлял его в Йемен, сказав ему: «О Муаз, бойся Аллаха, где бы ты ни был, и за каждым плохим деянием совершай благое дело, ведь оно стирает зло. И обходись с людьми благонравно, обходись с ними хорошо». Давай толкование словам Всевышнего и говорите людям доброе. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: даже если неверный говорил со мной, я говорил ему доброе, только потому что Аллах приказал мне это. Будь благонравным, даже с неверным. Не говоря уже о слабых мусульманах, бедных мусульманах и грешных мусульманах. Поистине, если благие нравы распространятся среди нас, тогда умма обретет свое величие. О Аллах, Ты самый милосердный. О Вечно Сущий, благослови Мухаммада. О Аллах, прости нам наши грехи и наши недостатки, прости нам наши дурные дела и упокой нас с праведниками. О Аллах, будь милостлив к слабым из нас. О Аллах, приведи нас к хорошему концу, и пусть наши последние дела будут благородными. О Аллах, прими наше покаяние, очисти наши души, возвысь нашу степень, направь на правильный путь наш язык, избавь от злобы наши сердца. О Аллах, будь милостлив к нам. Ты самый милостивый и милосердный к нам. Ты над нами всемогущ. О Аллах, исцели каждого больного из мусульман. Вылечи каждого испытываемого из мусульман. Сделай наше лечение и мусульман легким. О Аллах, отдали от нас горе и дай нам исцеление. И помоги вернуть долг каждого должника-мусульманина. Отдали заботы от тех, кто погряз в них. Исцели печаль опечаленных. О Аллах, освободи каждого заложника-пленника. Помоги слабым мусульманам, везде и повсюду. Укрепи их силу. Возвысь их знамя. О Аллах, направь нас к прекрасным нравам и деяниям. Поистине, никто, кроме Тебя, не направляет на это. Удали от нас плохое и мерзкое. Никто, кроме Тебя, не отдаляет от зла. О Аллах, благослови пророка и приветствуй его. Хвала Аллаху, Господу миров.
يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاة، فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات.